Долгожданный поход у него тоже. Ну это ладно. Смотрите, какая радостная морда у него. Понимаю, что на охоту едет. Ну что, ребят, как и говорил, первые утки добыты. Вот это хорошая крупная утка, так называемая. Ну смотри, разница какая. Этот малыш еще будет работать. Застрял на заторе. Вот тут такая вот. Столько навалило. Берег ушел вот тут. Вот сюда. Лес с берегом. Тулан этот челак. Сейчас упадет. Ой, упадет. Лок. Пошли. Лок. Всем привет. Большой привет от Олега и от Тулана. Это канал напротив Коми. Кто первый раз у нас на канале. Наконец-то пришла пора съездить нам на вторую избу таежную. Этот поход будет охота. В основном охота на глухаря, на рябчика и, конечно же, рыбалка. Сегодня 2 число, 2 октября. Погода нормальная. Я уже загрузился в лодке все вещи. Привез на УАЗике. Ночью был дождь. А сейчас вообще штиль. Рассветает. 5 часов, нет, обманываю, 6 часов утра. После 4 я встал, пока вещи тут грузил. Ну, посмотрим, какой получится у нас поход, какая охота будет. Все буду снимать, показывать. Всем приятного просмотра. И не забывайте оценивать каждую серию лайками и дизлайками. Что заслуживает, то и ставьте. Поехали. Он уже, смотри, не терпежным. Он понимает, что сейчас поедем в тайгу. Вещей не так много. Воды почти летний уровень. Сейчас уже осень, а дождей нету таких. Воды мало. Ладно, поехали, ребят. Буграчный лактан. Буграчный. А. Керкай. Тача буграча, не каян. Как белка в колесе, хоть жодишь такой, хоть воздух попинаю, хоть чаек попью. Ну, тоже надо. Ну, давай. Сейчас мунам. Пока он на цепи, потом я его как подальше отъедем от села. Конечно же, с цепи сниму. А? Долгожданный поход у него тоже. Ну это ладно. Смотрите, какая радостная морда у него. Понимаю, что на охоту едет.
первая изба, ребят. Сейчас остановимся, и я отпущу собаку. Прыгнуть хочет. Ага. Сейчас отпущу. Сейчас летят, ладно. У нас первые добычи. Вот смотрите, 2 утки. Опа. Сейчас отпущу. Ну все, успокойся. Мон гулять, мон. Сходи в туалет. Ну что, ребят, как и говорил, первые утки добыты. Вот это хорошая крупная утка, так называемая туру, туру на Т, как это называется, турхан или что-то. Она черная весной, большая черная утка. А сейчас вот это выводки у них серые утки они. Давайте глянем избу. Ну вот, наша первая изба. Недавно еще был у нас тут поход у меня, без собак и без ничего. Вот как все выглядит. Листва потихоньку, не спеша выпадает, но очень медленно. Вот. Ну что сказать. Идем потихоньку. Меня обогнала одна лодка. 9,8, наверное, у него, у знакомого. И встретились еще с одной лодкой. Всю дорогу, конечно, снимать не стану. Так, местами включаюсь. И задерживаться нам тоже уже не станем. В принципе, изба стоит. Отсюда брать ничего не надо мне. Птичий базар слышно. Слышите? Тула! Лах! Хулиган! Да. Сейчас уже без поводка он будет сидеть, стоять. Как весной. Весной, когда еще снег растаял там, до открытия охоты я ходил по ходу, и также вот это слышно было. Тот же самый звук природы. Пение птиц. Опять ушел. Тула! Любопытный. Да, сейчас поедем. Примерно так, ребят. Ладно, первая изба. Мы поехали дальше. Поздоровались, сказать. Да, пошли. Этот радуется. Не может нарадоваться, честное слово. Вообще ужас, как он рад. А воды сколько упало. Море воды упало, море. Я палку устанавливал, где-то сантиметров 30, наверное, упало. Сейчас поедем. Да, поедем. Оп. Считай, у нас уже утки на супчик уже подстрелили, да? Да. Сейчас поедем. Поедем дальше. Вода все-таки заходит в лодку, ребят. Что поделаешь. Ну, все. Убираем. Ну, видели воришка.
островок маленький, лишняя вода еще есть, потому что остров-то больше был. Я в походы ходил, туда останавливался. Сантиметров 10, наверное, от летнего уровня вода есть еще. Короче, ребят, остановился сюда, чтобы поменять винт. Гребной винт или как. Воды на реке практически нету. Коряга на коряге. Блин, жалко. Новый винт там у меня стоит. И лучше поменять. Рисковать не стану. Потому что надо беречь. Винт недорогой. Не дешевый. Винт не дешевый. Поэтому лучше поменяю, потеряю я тут 15 минут, быстренько поменяю и дальше пойдем. Этот бесится. Вон, смотри, уже износ идет полным ходом. Винт мягкий. Этот винт вообще с износом. Для таких рек самое то. Ну, смотри, разница какая. Этот малыш еще будет работать. Медленнее, конечно, будет идти, но доедем. Этот страшный перекат тут. Эта береза, когда поперек стояла, я вообще тут чуть под березу не ушел с лодкой. Опасная ситуация тут у меня была, страшная. Такие моменты запоминаются на всю жизнь.
Да, воды маловато. Очень тяжелая дорога сегодня. Вообще воду перестал брать. Воду не берет. Забивается песком. Ёп твою. Ну, пошла. Пошла, родимая. Идем дальше. Застрял на заторе. Вот тут такая вот. Столько навалило. Берег ушел вот тут. Вот сюда. Лес с берегом. Тулан этот челак. Сейчас упадет. Ой, упадет. Тулан. Наглый. Сейчас я буду тащить лодку, а ты еще груз лишний сел. Ну тут пилить, в принципе, непонятно что. Здесь можно спилить, а там снизу еще бревна на бревне. Встретился сейчас с охотниками, уже спускаются, охоту закончили. 2 человека там. Выше моей избы там они охотились. Мон. Ну, сейчас я проскочу тоже и дальше поедем. Как и говорил, очень трудно ехать. Все время забивается, как сказать, контрольное отверстие, где вода идет, охлаждение. Ну, потихоньку едем. Вообще штиль, погода. Несколько рябчиков уже видел. Рябчика 3, наверное, да, за весь путь. Вот так. Ладно, пробираемся дальше. Конечно, можно тут тоже спилить, но, блин, думаю, зажмет пилу. А весной это все большой водой уйдет. Это не страшный затор. Это все уйдет. Это маленькие деревья. Береза, вот это, конечно, он тяжелее, и сучья втыкаются в землю, потом стопорится все. Вон там уже древняя береза, там тоже. Слышите, птицы. Рябины местами есть. Первоначально рябины вообще не было, а здесь вот прям висят все. Обычное дело. Обычное дело. Бывало десятки раз страшнее заторы проходили. Хуйлю, мон этот челок.
такая скользкая. Опа! Чуть не остался я тут. Опс. Ну вот. Я же говорил. Это не страшный затор. Это так. Это так себе. Если вода еще упадет, на обратном пути спилю. А сейчас пока пилу доставать не стану. Ну, проходимый затор. Терпеть можно. Сейчас по берегу бежал, где-то с полкилометра. Ну, выпрыгнул. Там бежал. Я медленно еду. Видите как? На каждом метре коряга, на каждом. Пили, не пили, чисти, вычищай, не вычищай, один хрен. Каждый год деревья сваливаются от ветра. Такие заторчики получаются потом. Хотя бы пол-метра воды лишней была бы, вообще класс. Какой-то спуск. Кто-то спустился или тропа. А, бобры там. О. У бобров спуск. О. Тут тропинка у выдры еще были. Может, этот спуск. Вспомнил, да. Если что, если сюда пешком приду на охоту, скажем, на рябчика, я еще эту тропинку в этом сезоне поснимаю. Конечно, если приду. От избы это в стороне, далековато еще. Берет, блин. Заколебался уже на туре, блин. Коля. Коля туда. Ребят, остановился, чтобы поставить фотоловушку. Здесь вроде как плотину начинают строить бобры. Интересно. Ладно, сходим сейчас.
копье возьму. Тут уже серьезная тайга. И медведи, и всякое может быть. Дождь начался. Погода что-то сырая становится. Ладно. Сейчас сходим. Ну, где-то метров 300, наверное. Пойду. Вот какой ручей. Здесь уже у меня промысловые тропинки. И какая-то непонятная тишина. Вообще лес так тихо. Ни птиц, ничего. Какая-то нехорошая тишина. Ну, где-то здесь и установлю. Через несколько дней я здесь буду снова проходить. Там уже поменяю место. Где-то там гуси. Уже вон там слышно. Так быстро проскочили. Ну да, уже там. Тут небольшое озеро. Вот думаю, куда поставить камеру. Кто-то пробежит, нет, там поснимает. Так. Все, получается я уже включил. Ну, на пару дней тут оставлю. Этот обзор пускай снимает. Да, нас поснимает. Примерно так, ребят. А потом возьму и другое место. Более интересные места еще будут. Там установлю. А если кто пройдет тут, будем знать. Что оставляем, пошли. Не будем мешкать. Лак. Лак, лак. Лак. Все.
вроде кополуха была. Похоже на то. Ну вот, наконец-то прибыли. Доехали нормально. Сейчас сперва сходим к избе и будем перетаскивать вещи. Сперва надо отметить воду. Вода как будет прибывать, убывать.